Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Скорые и внезапные события в вашей жизни. Загадайте на себя и также загадайте свой срок, если вы этого хотите. И давайте посмотрим, что случится скоро и внезапно в вашей жизни. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, начнем с того, что вы выходите на какой-то новый уровень. Новый уровень, причем опережаете вы двоих. Это могут быть ваши соперники, ваши конкуренты, либо люди, которые, например, претендуют. Претендуют так же, как и вы, на какое-то место, на какую-то должность, на какие-то блага. Да, вот вы их опережаете, вы выходите на новый уровень, а эти люди остаются. Здесь может быть критика в ваш адрес, здесь могут быть недовольные, понятно, да, кто-то не примет, кто-то не смирится с этим. Могут быть поползновения в вашу сторону, попытки вас, например, в чем-то обвинить, либо лезть на рожон. Имейте это в виду. Один человек более-менее так спокойно принимает, даже может подойти к вам, сказать, ты молодец, да, поздравить вас и, как говорится, голову опустить и уйти. А вот второй может даже сопротивляться, причем очень громко, топать ногами, вас в чем-то обвинять, пытаться еще что-то доказать. Люди разные, да, все по-разному бывает. Каждый по-своему принимает проигрыш либо победу. Поэтому имейте в виду, человек, который не смирится так просто и легко. Вам будет все равно не до этого. Вы свое место занимаете, вы на свой уровень всходите, на желаемый уровень и чувствуете себя прекрасно. Здесь у вас телефонная трубочка, которая просто повисла в воздухе. С кем-то будете очень долго и очень активно разговаривать. У кого-то отыграется дружба, родственники, у кого-то отыграется, возможно, даже работа. Работа, связанная с постоянными телефонными разговорами. То есть рабочие вопросы будете решать по телефону. Много разговоров и прям много времени проведете вы с этой телефонной трубочкой. Так, следующий момент. Преображение какого-то мужчины. Мужчина преобразится в ваших глазах. У кого-то отыграется бывший, у кого-то настоящий, просто знакомый, может быть, да, человек, которого вы когда-то знали, может быть, даже родственник, которым вы уже разочаровались и думали, да, ничего хорошего с тобой не будет. И тут человек, смотрите, преображается, у него, смотрите, крылья, руки, крылья, еще какое-то перо на голове выросло. Прям молодец, молодец. У кого-то физически человек преобразится, да, поправит свое здоровье, спортом, например, начнет заниматься. Либо вы человека давно не видели, в воспоминаниях он для вас дрыщ, а тут раз атлет перед вами стоит. У кого-то бывший, да, бывший, который, например, пил, курил, не знаю, морально разлагался. А тут вы его встретите и не узнаете, как стал хорош, как собой начал заниматься, как выглядит свеженько, симпатичненько. А у кого-то отыграется, что ваш мужчина, например, сидел, лица на нем не было. Глаза загорятся, чем-то начнут заниматься, чем-то увлечется, да, интересный станет для вас. Мужчина вас порадует своим преображением. Прям, знаете, как и глаз порадуется, и сердце за этого мужчину порадуется. Вы будете довольны. Такое неожиданное, приятное преображение идет. Опять же, вы все разные, девочки, вы под себя, под свою ситуацию принимаете информацию. Так, с правой стороны у меня выходит половина кошачьей лапки. всего лишь половина. Так, мои хорошие, вам придется где-то себя
проявить, причем проявить очень ловкой, смелой и изворотливой женщиной, ну, либо мужчиной, да, если смотрят меня мужчины. Почему-то вы всего лишь наполовину это сделаете, но тем не менее сделаете. С кем-то в какую-то игру сыграть, да, игру интеллектов. Где-то, может быть, какие-то данные немножечко подтасовать, может быть, где-то что-то убавить, либо наоборот прибавить, да, какая-то хитрость с вашей стороны. Но эта хитрость, она по необходимости. То есть при хороших, правильных обстоятельствах вы бы никогда не стали этим заниматься. Но тут вижу, что придется, прям придется, вы на это пойдете, вы это сделаете, и вы своей цели достигнете. Значит, можно ли это делать? Стоит ли приукрашать себя там пухом и перьями для того, чтобы добиться желаемого? У вас это выходит в правой стороне. Для меня это знак того, что по-другому нельзя. Да? Вот по-другому просто нельзя. Если все будет вот четко прямо по правилам, ничего не будет. Да? В этой ситуации ничего вы не добьетесь. Но если вы пойдете каким-то таким вихристым путем, да, и немножечко приукрасите действительность, то тогда все будет замечательно, вы своей цели добьетесь. Наполовину, я так понимаю, что вас все-таки где-то будет мучить совесть, где-то вы будете сомневаться, и как человек честный, конечно, будете переживать. Да, вдруг там раскроется, вдруг все поймут, что вы там немножко приукрасили. Значит, ни за что не переживайте, не бойтесь, никто ничего не узнает. И ваша затея, либо ваши действия все-таки вас доводят до желаемой цели. Действуйте, ребятки, действуйте. По-другому тут никак. Либо вы откажетесь от этого пути, от этой цели и просто ни с чем останетесь, либо вы немножечко там поиграете с этой ситуацией и своего добьетесь. Я редко даю такие комментарии, я редко вижу такие знаки, но если они идут, я говорю как есть. С правой стороны, значит, это нужно сделать. Просто нужно. Так, следующий момент. Следующий момент связан с детьми либо с родственниками. Люди близкие, люди разные. То есть разный возраст, разный уровень взаимоотношений между людьми. Здесь потребуется ваша помощь, здесь потребуется ваше участие, здесь потребуется взять на себя ответственность, скорее всего, ответственность, заботу, какие-то действия проводить. У кого-то отыграется, что помощь нужно оказывать, там, материальную, физическую, там, моральную, да, помощь ведь разная бывает. И вы вроде как и согласны, вы хотите, вы готовы, вам для близких людей ничего не жалко. Но помощи потребуется много. Вот сразу вас предупреждаю. Если говорим о деньгах, то денег много. Если говорим о физическом присутствии, то надолго. Если о моральной поддержке, тоже надолго. Да? Вот придется себя, конечно, посвящать. Где-то вы будете свою жизнь немножечко обгрызать, себя ущемлять, но при этом помогать своим близким. Для вас это важно, для них это важно, и по-другому здесь тоже не получится. То есть все в жизни бывает, и если вы взялись помогать, доводите до конца. Вот такой еще посыл. Не бросайте этих людей, они без вас не справятся, они без вас не смогут. Не смогут ни преодолеть ситуацию, ни выбраться, ни выкарабкаться. Поэтому, если беретесь помогать, доводите до конца. Да, будет тяжело, да, будет непросто, но, опять же, да, по-другому никак. Так, еще вышел человек с инициалом на букву «Д». Это может быть имя, это может быть фамилия, это может быть даже прозвище, либо профессия. Да? То есть так называете вы этого человека. Этот человек будет что-то выполнять, исполнять, либо отдавать. Мне идет такая информация, что этот человек ваш должник. Либо денег вам должен, либо должен какую-то услугу, либо что-то пообещал когда-то и не выполнил, либо не выполнила. Может быть и женщина. Смотрите, человек проделает какой-то очень сложный путь для того, чтобы уплатить этот долг, да, либо вернуть этот долг. Может быть, у вас разные понимания этого долга, но тем не менее, да, человек, вот что он там себе решил, все это исполнит и выполнит. Вы, конечно, я так понимаю, не ждете, не надеетесь
но эта ситуация, это событие, оно уже, возможно, начинает происходить, да, человек уже, например, направляется к вашему дому, да, либо место, где вы работаете, будет здесь перед вами оправдываться и что-то делать будет, обязательно будет делать. Так, еще у меня здесь женщина в мире двух людей. Женщина не вы, сразу говорю, какая-то другая женщина мирит вас и еще кого-то. С кем вы там в ссоре, либо с кем у вас недопонимание, может быть конфликтная ситуация. Эта женщина, она просто заставит вас помириться. Да, в прямом смысле слова, будет вас заставлять. Есть у нее возможность надавить и на вас, и на того, с кем вы поссорились. И вы через «не хочу», «не буду», «не могу» будете с кем-то мириться. Ну, чтобы этой женщине угодить. Ну и плюс, опять же, помним, что у нее есть рычаги влияния, управления вами. Заставит вас помириться. Так, следующий момент связан с денежкой, с монеткой. Хочется монетку огромную, но пока приходит маленькая. Ну, жизнь так устроена, мы не знаем, где победим, где проиграем. Мои хорошие, ваши мечты, ваши желания очень классные, так держать. Да, надо мечтать о большем, о лучшем, стремиться к большему, к лучшему. Но пока на самое ближайшее время денежка небольшая приходит, небольшая, но честная, стабильная денежка, которая именно ваша. Если вы работаете на кого-то, на себя, знаете, что деньги будут поступать не в тех объемах и количествах, которые бы хотелось, но тем не менее поступление денег будет. Если вы, например, не работаете, то деньги будут приходить из другого источника. Небольшие суммы, но опять же, да, честные и стабильные суммы будут приходить. Имейте это в виду. Те деньги, которые вы хотели бы получать, они будут в вашей жизни, но не сейчас. Чуть попозже они придут. Чуть попозже. Там есть какое-то условие, там нужно будет еще кое-что поделать, доделать, и тогда будут приходить большие деньги. Так, следующий момент. Следующий момент связан с ленью. Тут либо лень, либо апатия. Да, вот человек в апатию может впасть, когда совсем ничего не хочется делать. А лень – это то, с чем человек может бороться, а апатия – это какое-то тяжелое, на мой взгляд, не знаю, психическое, психологическое состояние. Возможно, на почве какого-то стресса, стрессовой ситуации, травмирующей ситуации, да, человек впадает в эту апатию. Я не могу сказать, кем приходится этот человек вам. В принципе, разные люди меня смотрят, но человек, за кого вы беспокоитесь, кто вам не безразличен. Делайте, что хотите, делайте, как хотите, но не допустите, чтобы человек впал в апатию, либо чтобы человек проводил свое время в ленности. Ни в коем случае. Этот человечек, он не собранный какой-то, не собранный, и человек может просто раствориться в этом состоянии апатии, либо состоянии лени. Поэтому видите, что ваш близкий, либо знакомый, либо приятель начинает лениться, либо ничего ему не интересно, ничем не интересуется. Вот можете применить все свои знания, умения, чтобы этого человека простимулировать. Простимулировать к тому, чтобы действовать, жить, развиваться, учиться, работать, чего-то достигать. Здесь вам разрешают. Здесь говорят: все карты тебе в руки, только не допусти худшего. Не допусти. Так, еще важный момент. Связан с какими-то поездками. Вам тут предстоит куда-то ездить. Причем либо это дорога туда-обратно, либо это несколько раз туда и обратно вы будете ездить. Сейчас в вашей голове какое-то приблизительное представление о дороге, о которой я сейчас говорю. Но вы должны знать несколько тонкостей. Во-первых, вы 100% поедете. Во-вторых, дорога будет легче, чем она выглядит, либо вы себе представляете. И в-третьих, важно ехать. Важно не сидеть дома, а важно ехать. Это просто какая-то обязательная для вас дорога. Если вы едете, вы как в плюсе,
да, что-то получаете, зарабатываете, с кем-то знакомитесь, улучшаете свою жизнь. Если вы не едете, то вы уходите в большой минус. Я не могу вам более конкретно сказать, с чем это связано, но именно так показали. То есть дорога выполнена плюс, дорога не выполнена большой минус. Так, еще. У кого-то есть претензии к вам, и человек эти претензии будет громко вам в лицо высказывать. На работе, по соседству, в дружбе, среди родственников. Да, вот претензии, они не обоснованы, они на пустом месте. Скорее всего, замешаны на зависти, на какой-то недореализованности этого человека. Человек просто обвинит вас в этом. Вот ты живешь лучше, вот ты виновата, что я живу плохо, да, либо почему все тебе, а мне типа ничего. Да, какие-то глупые претензии будут. Мои хорошие, не надо ни перед кем оправдываться. Это вообще противопоказано. С человеком поступайте ровно так, как он поступает с вами. Вот в таком же тоне давайте очень звонкие, резкие, хлесткие ответы. Это нужно пресекать, причем пресекать достаточно жестко. Человек по природе пакостный. Вот тот, кто будет предъявлять вам претензии, очень пакостный человек. Если не дать вовремя, грубо говоря, по губам, да, человек может даже что-то и сделать прям не очень хорошее, либо вредоносное для вас, либо для вашего дома, для ваших близких, либо каких-то ваших личных вещей. Вот такой с гнильцой человек вам попался. Ну, либо обиделся на вас такой человек. Так, еще какой-то момент несправедливости идет, который будет восстановлен. Какая-то несправедливость по отношению к вам. Среди семьи, среди коллег, среди знакомых, может быть, даже через какие-то организации, службы. Где-то вам чего-то не дали, не додали, обделили, ущемили ваши права. Да? Вот какая-то такая ситуация произошла. Вы вроде как и смирились, и как рукой махнули, говорите, да зачем мне это все, мне не надо. Все, не дали, ну и не надо. Да? Как-то вы уже пережили этот момент. Эта ситуация будет отмотана назад, и вам дадут то, что не додали, и плюс еще какой-то комплимент, да, что-то прям так сверху скомпенсирует. Да, вот тебе там твой подарок и плюс еще одна конфетка за неудобство. Ну, это я утрированно говорю. Слушайте, вам так будет приятно, это будет так неожиданно, это так будет прям тепло на душе, на сердце. А у кого-то даже отыграется, что вам это очень нужно. Да? Вам на самом деле было очень нужно. Но вы не стали за это бороться, вы вот просто самоотвод взяли. И это произойдет. Так, на работе, скорее всего, да, работа по работе. Кто-то будет уходить, увольняться, может быть, на пенсию человек будет уходить, либо будут выводить этого человека из штатного расписания. Ну, у каждого по-своему отыграется. Человек уйдет неприятный вам будет не жалко, но у вас появится идея, например, занять место этого человека, либо кого-то из своих привести, чтобы человек занял это место. Мои хорошие, не связывайтесь, оно того не стоит. Там либо в принципе должность закроют, либо уже кого-то другого присмотрели на эту должность. А вы туда влезете, начнете переживать, начнете думать, нарушите свой покой и сон, понимаете, и ничего из этого не выйдет. Не надо. Лучше порадуйтесь, что плохой человек покинул ваш штат, коллектив, да, и живите себе дальше. Когда придет ваше время, вас повысят. Все будет замечательно. Так что не надо. Оно того не стоит. Так, а еще. Ну, здесь кольцо какое-то идет. Кольцо, либо, может быть, сережки даже, да, вот в форме кольца. Девочки, женщины, мои хорошие, здесь прям вам колечко идет. Колечко, либо сережки в форме кольца. Как кто-то получит в подарок, кто-то, например, сам себе даже может купить. Очень классное.
прям влюбитесь в эту вещь, и вещь какая-то сильная энергетически. То есть даже станет как вашим талисманом. Прям будете замечать. Одеваю кольцо, мне везет. Да, у меня там все дела получаются, все, что задумала, получается. Без кольца не очень, да, не очень. Лучше себя чувствовать будете, когда будете одевать эти вещи. Прям какое-то волшебное кольцо. Пусть будет вашим оберегом. Если умеете, сделайте из этой вещи себе оберег. Если не умеете, обратитесь к мастеру, который вам из этой вещи сделает оберег. Вот прям какая-то сильная энергетическая вещь, кольцо, сережки попадет к вам в руки. Это такое редкое везение, и нужно воспользоваться этим моментом. Еще я вижу какую-то проблему, которая будет решаться сразу с нескольких сторон, либо при помощи нескольких людей. Да, вот можно вы к кому-то будете обращаться для того, чтобы вам помогли решить проблему, либо вы сами будете, заходить будете сразу с двух сторон, и оттуда, и отсюда. Что-то вы будете предпринимать, какие-то действия, усилия. Очень активно себя проявите, и эту проблему вы решите. Причем решите как-то очень быстро. В принципе, проблема не настолько уж прям большая, она только такой кажется. Когда вы начнете действовать, все очень быстро решится и станет на свои места. Так, и еще, пожалуй, один момент. Он пусть и несущественный, но вы должны об этом знать. Здесь какой-то человек думает о вас постоянно, думает, мечтает, представляет. Как будто бы этот человек очень сильно по вам соскучился. Прям как жажда вас увидеть. Не может себе покоя найти, да, успокоиться не может, спать не может. Человек начнет к вам как-то проявляться, либо какой-то повод найдет для того, чтобы к вам проявиться, намекнуть, либо впрямую рассказать, да, о своих ощущениях, о своих мыслях. Для вас это будет шоком. И мысли этого человека, чувства этого человека к вам. Ну, видите, как все в жизни бывает. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.